когда объявляли Василий Лановой, весь стадион вставал единственный на него, на ноги, и слушали Стоя. его слова. Некоторые артисты хотели, вот, например, были, я не буду называть кто, хотели, чтобы отдельно, чтобы не трогали, автограф не просили. А он наоборот. Говорит, ребята, никого не оставляйте, я на всем дам автограф, не волнуйтесь. Отсюда видно уже человека. Вот этого было в сердце у него. Он ответственно относился. Он ответственно помогал своим коллегам и давал советы. Вот на эту фразу вот так, хотя режиссер есть, но он от своей стороны добавлял, как бы он сделал эту роль. Дал молодому артисту, как говорится, урок. Все были благодарны за это. Как наставник. Да, как наставник, понимаете? Так что 63 лет он верен своему театру, как верный Вахтанг. 63 года. 63 года он работает в этом театре. Да. Эти стены уже запомнят его теперь навечно. Его энергия здесь, его дух есть. Это долго будет сохраниться, его будут помнить. Ну дай Бог, он такой жизни хотел прожить и прожил по-человечески. Вы знаете, я был управляющим трестов или начальником объединения, уже сейчас не помню, и он приехал к нам. Ну, понятно, раз я начальник, я, значит, его встречаю. Очень простой человек, очень доступный. И мы так вот с ним сразу познакомились и дружили все эти годы. Прекрасный был человек. А сколько он знал стихов. Это, знаете, это кладезь, его голос. Ну, это уникальный был человек. Мы по-настоящему дружили. И я скорблю, что такой человек ушел от нас, чистый, честный, бескорыстный человек, который преподал урок всем, вот вы говорите, аристократ. Не аристократизма, а высшей духовной, нравственной ценностей. Дорогой, ой, не могу просто. Ну, что сказать. Все мы рождаемся, чтобы умереть. Дай Бог, чтобы вот такое было прощание настоящим людям, которые заслуживают все это. Пусть земля будет на его могиле пухом.